Знаешь, с годами еще больней. Я хочу рассказать про своих дедушек за четверых. Со стороны отца дед и его брат, со стороны матери тоже дед и его брат. Со стороны отца Ашва Михаил Хандугович и Ашва Нестор Хандугович. Дед мой был старшим сержантом, командир разведгруппы. Прям так и написано в его наградном. В ходе боя уничтожил 11 немецких солдат, 2 офицеров в плен взял, при этом получил ранение в голову и в руку. За это имеет медаль за отвагу. Второй медаль имеет, с поля боя вытащил 25 раненых солдат со своим оружием, всех перевязал, всех отправил в госпиталь. За это имеет за боевые заслуги. Его брат тоже награжденный, много медалей, я уже точно не могу сказать какие, но они живые вернулись. Им было по 44-43, когда воевали. Вернулись, и где-то 60 лет, когда им было, умерли оба, 60 и 61. В голову ранения, а у деда брата тоже в грудной клетке много ранений было, и они, будучи не совсем старыми, умерли, к сожалению. А со стороны матери Бигвава Осил и Бигвава Вартан. 2 брата. Дед мой похоронен в Харькове. Ездили еще до войны, находили в общей могиле имена, фамилии, где они покоятся. А второй, его брат, это нашего вице-президента дед Вартан. Он без вести пропал на Марухском перевале в этой стороне. Бабушка от родов умерла, Беслана бабушка. Там остались 4 ребенка, а у моей бабушки своих 3 было. И она всех 7 практически она воспитывала. Они даже клялись ее имени. Звали Такурина, но Наной называли ее. Вот клянусь Наной, если скажут, они даже воду не пили. Со стороны матери Бигвава Осил, вот, его искали до войны еще. Беслана отец Владимир и мой дядя родной. И они вместе ездили на Украину, и они нашли в Харькове, под Харьковом, где они похоронены, в общее кладбище. Там имена выбитые. А так, к сожалению, старшие тоже рано ушли у нас, и как-то не все до конца изучено осталось. Сейчас, слава богу, интернет есть, и вот, пользуясь этим, я вот нашел их все подвиги, я даже не знал, что они награждены. Каждое 9 мая ждали какого-то особого праздника, потому что нам все-таки наши тоже в духе патриотизма воспитывали, и что такое война, и как это случилось, как они воевали, в каком возрасте они ушли. 44 года было моему деду, когда он ушел. Ну, практически они все одногодки были. Мы тоже на себя, когда испытали войну, война что такое, я-то теперь понимаю, что они прошли, через чего они прошли. У нас тоже тяжелая война была, конечно, но ихняя война была совершенно другая война. И вот мы равнялись на то, что вот наши деды родину защищали, ну, значит, мы тоже обязаны. Во-первых, у них снаряжение, оружие, так же, как на нашей войне в начале у нас не было ничего практически. И они тоже, наверное, с 10 патронами шли на войну, тяжело было, естественно. И еще у нас чуть-чуть, так скажем, более современная война, да, как-то можно лечь, встать, там, не знаю, как-то спрятаться на секунду, на минуту. А там приказ дали, стоя. Все должны были, кто дошел, кто не дошел, значит, не повезло. Вот в этом плане тяжело было, естественно. И холод, и 5 лет, 4 года война шла, и голод, холод. Они много чего пережили. Мы-то у себя дома, как бы плохо не было, все равно у себя дома воевали. А они-то совсем далеко от дома. Когда я вижу памятники Великой Отечественной войны, я, чтобы не поклонился, такого не бывает, потому что они на самом деле через ад прошли. И не только те, кто воевали, и те, кто в тылу находился тоже, они же все на войну, для войны работали. Знаешь, с годами еще больней.